Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на август 2020 года для овнов. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Итак, будет карта основная, как карта месяца. Посмотрим по 3 декадам, по 10 дней. Окончание месяца. И достанем карту на отношения, на работу, на финансы. Будем подсказывать из цыганской колоды. Итак, у нас выпадает овнам в августе рыцарь мечей. Карта говорит о том, что будет месяц очень энергичный, да, может быть, для кого-то это будут поездки, которые вы давно запланировали, для кого-то это, может быть, будет какой-то аврал на работе, да, либо, допустим, у вас была какая-то важная цель, и будет нужно много усилий потратить на то, чтобы ее осуществить. Может быть, будет много какой-то информации, новостей каких-то. Могут быть какие-то приезды знакомых, встречи, какие-то знакомства и так далее. То есть очень энергичная такая карта, которая связана как раз с тем, что мы запланировали. А карта это имеет и отрицательный смысл. Если у нас нет никаких целей, то вот эта энергия, которая нам дается, которую мы могли бы использовать на достижение, она может нам навредить. Мы можем стать критичными, мы можем стать высокомерными, мы можем вот эту энергетику, которая у нас очень сильная, да, направлять просто на разрушение. Мы можем даже просто там разбивать какие-то предметы, допустим, даже нечаянно, да. Мы можем вот что-то разрушать там в отношениях. То есть вот нужно быть очень осторожными. В этом месяце овнам нужно обязательно иметь какую-то цель. Без этого не получится, потому что иначе тогда мы только всем навредим, да. Вообще этот месяц общения, это месяц обучения, информации, достижения каких-то целей, поездок, если это нужно. Это работа с преподавателями, да, или с учениками. Это, может быть, какие-то курсы, да, или, может быть, это какие-то, может быть, ведение лекций, блогов, может быть, что-то там через интернет, через Инстаграм и другие сети, тоже продвижение. В общем, карта, которая говорит о том, что очень много связано с тем, как мы используем информацию. В общем, это месяц такой, как раз вот связанный с нашей разумностью, с правильным подходом. Что может быть важного? Может быть, мы будем покупать какие-то небольшие там вещи, там флешки, менять ключи, может быть, менять замки в дверях. Может быть, будем какие-то канцелярские принадлежности закупать, может быть, средства связи будем покупать, там ноутбуки, телефоны, в общем, что-то такое, да, может, книги будем покупать, какие-то аксессуары вот для того, чтобы там писать, читать и так далее, да. В общем, карта такая, которая связана как раз с любого рода информацией, связью и так далее. А теперь, что будет в начале месяца? В начале августа овнам выпадает туз чаш. Карта говорит о том, что будет прекрасное настроение. Скорее всего, появится возможность вот реализовать что-то такое, на что мы очень сильно надеялись. Да, конечно, в первую очередь эта карта указывает на взаимоотношения. Да? Это может быть новая встреча, это может быть исполнение какого-то желания давнего, это может быть отдых, допустим, у воды, это может быть, наконец-то, примирение с тем человеком, с которым давно хотели помириться, какой-то разговор по душам. Знаете, вот когда мы понимаем, что перед нами открывается новая возможность к какому-то, к счастью, к самореализации. Вообще туз чаш у нас карта очень хорошая, да, но самое главное, здесь нужно ее использовать правильно, да, нужно обязательно шанс этот использовать. То есть бывает так, что нам жизнь предлагает что-то, а мы отказываемся или боимся, стесняемся или еще что-то в этом роде. Вот хочу уточнить просто, что конкретно здесь у нас имеет в виду этот туз, да. Вот карта говорит о том, что, скорее всего, у вас были какие-то сложности с людьми,
Может быть, было раньше какое-то предательство, обман, да, может быть, там измена была близкого человека. В общем, какие-то трудности и разочарования были. Так вот, в начале августа у вас появляется совершенно новое настроение. Либо вы примиряетесь с этим человеком, да, может быть, вы даже ошибались на его счет, да, и может быть, такие трудности были временные, да, может быть, здесь и прощение, конечно, воссоединение, а может быть, это и новый человек, новая ситуация. Даже если вы остаетесь тем же самым человеком, да, у вас все равно отношения переходят на новый уровень. В общем, вы все здесь выясняете, да, вы находите взаимопонимание и так далее. Вот, может быть, знаете, кто-то очень сильно из окружения, из вашего раньше вас донимал, да, может быть, даже агрессия была какая-то в вашу сторону. Так вот, с начала августа уже здесь это все прекращается. И может быть, знаете, еще какая-то непредвиденная приятная ситуация, непредвиденное знакомство. В общем, то, чему вы удивитесь очень сильно. Совершенно вы этого не ожидаете здесь. А теперь вторая часть месяца у нас опять же туз, но жезлы уже, да. То есть здесь у нас какая-то активная пора. Мы можем действительно тут вот реализовать то, что мы задумали. Появляются возможности, люди, обстоятельства складываются, да. Туз жезлов – это, знаете, когда вся Вселенная идет навстречу, да, когда люди к нам относятся там с добротой, с теплом, в общем, очень так все у нас легко и приятно получается. И вообще у нас очень много сил, энергии на вот эти достижения. Давайте посмотрим, какие именно достижения здесь есть. Ну, во-первых, нам хочется начать заботиться о своем теле, да, может быть, здесь какие-то там тренажерные залы, да, мы начали посещать. Может быть, допустим, как-то с телом со своим можем начать работать, допустим, там, сбросить килограммы, какие-то полезные привычки привить себе, привести в форму тела, выздороветь, в конце концов, можем по этой карте. А если были, опять же, какие-то расставания, там, может быть, кто-то после развода, да, есть возможность для встречи нового человека, и, может быть, даже вот здесь уже встреча была, а здесь вот эти отношения уже переходят на более близкий уровень, да, то есть вот очень хорошие возможности открываются для овнов в августе. Кроме того, эта карта еще и, знаете, избавление от зависимости. Вот, допустим, вы раньше думали, что вообще не можете без какого-то человека жить или без какой-то привычки, да, а вот здесь вы вполне можете переключиться, и это вам даже вполне понравится. То есть очень хорошее время для того, чтобы избавляться от каких-то негативных привычек, от каких-то отклонений от нормы, да, от каких-то зависимостей. Если, допустим, какой-то человек вас там донимал и мучил, вы вполне можете здесь поставить точку, да, и начать совершенно другие отношения. Либо поставить человека, перед фактом, ультиматум, да, предъявить, что или вот так будет, или так. То есть на другое я не согласна, да, или не согласен. И здесь этот же самый человек, который раньше вас как-то доставлял вам неудобства какие-то, да, он может начать совершенно по-другому себя вести. То же самое касается рабочих каких-то моментов, да, может быть, в коллективе были какие-то сложности, все вот здесь можно поменять. Для кого-то это вообще новая работа будет, для кого-то это новый проект, для кого-то это начало нового дела. Но в любом случае здесь, знаете, будет очень много сил, вас прям будет нести потоком таким навстречу людям, навстречу возможностям, делам, деньгам и так далее. Может быть, поездка, да, вот, допустим, не были уверены, поедете, не поедете, поедете в середине августа, все становится возможным. Теперь посмотрим, что будет в окончании месяца. Старший аркан выпадает умеренность. Карта говорит о том, что вы будете очень довольны результатом. Да? Здесь для вас действительно могут появиться какие-то, знаете, успехи уже какие-то, да, достижения какие-то могут появиться. Вот сколько вложили, столько и получите. Не зря мы здесь видим, как
девушка переливает из стакана в стакан, да, то есть вот сколько энергии вложите, столько и будет результата. Так как это шансы нам только даны, мы обязательно, значит, должны проявить здесь какую-то смелость, решительность, да, дать себе возможность эти шансы использовать. И если мы это сделаем, то обязательно будет результат. Что здесь может? Может быть, кстати, какой-то выигрыш, может быть, там кто-то диплом получит, допустим, да, или успешно сдаст какие-то экзамены, на курсы на какие-то, может быть, поступит. Карта еще также говорит о каких-то людях, которые, ну, может быть, находятся на другой ступени общества, да, как бы, может быть, это люди какие-то высокопоставленные, которые могут вам помочь в решении ваших вопросов. Или, может быть, вы найдете правильного, хорошего преподавателя, врача, или, может быть, найдете человека, который научит вас, допустим, работать там с вебинарами, с преподаванием, да. В общем, карта, которая говорит о том, что у вас появится человек, на которого вы можете равняться, который может вам оказать помощь, он влиятельный, он действительно может поделиться какими-то знаниями, умениями, связями и так далее. То есть поможет решить какие-то вопросы. Очень часто эта карта и судебная, да, когда находится нужный там адвокат или судья очень к вам расположен, да, то есть по результатам суда вы можете получить хороший результат. А также карта говорит о том, что вы вот как-то успокоитесь в конце месяца, да. Вот если, допустим, в начале месяца будет много эмоций, много движения, то в конце месяца все как-то устаканится, уравновесится, будете чувствовать себя уже хорошо. Но в любом случае, вот эта карта удачи, когда, вы знаете, вот мы поверили в свою удачу, мы поверили в свое счастье, и вот как бы в таком настрое, да, мы продолжаем как бы жить свою жизнь, скажем так, да, то есть мы верим, что у нас теперь все будет хорошо, что всегда найдутся люди, которые нас поддержат, помогут, что у нас всегда будет там работа, если мы стараемся, если мы вкладываемся, мы всегда получим результат. В общем, знаете, такое настроение очень хорошее в конце месяца. Для отношений выпадает 7 чаш. Карта говорит о том, что будет какая-то эйфория такая вот по поводу чувств, да. 7 чаш у нас карта иллюзий, но и она может и в положительном, и в отрицательном смысле проиграться, да. То есть, может быть, у нас здесь просто наши желания исполняются. Вот мы долгое время ждали любви, да, и вот она к нам приходит. Или, может быть, мы долгое время ждали примирения, и вот оно получается. Но, как всегда бывает, что мы ждем одного, да, допустим, надеемся, что наше желание исполнится, но вот каким-то таким волшебным образом, да, вот будет все счастливо-счастливо, не будет никаких помех. На самом же деле, вот реальность нам всегда что-то меняет в наших желаниях, да, то есть даже если наши желания исполняются, они все равно как-то исполняются по-особому, то есть не совсем так, как мы ожидали, да, и вот как раз 7 чаш может об этом говорить. Кроме того, 7 чаш может говорить о каких-то неожиданностях в партнерстве. Может быть, здесь приходят какие-то деньги от вашего партнера, да, или от других людей. Может быть, здесь решаются вопросы с судами какими-то, с кредитами. Может быть, даже, кстати, вот кто-то заключает договор на покупку, ну, на ипотеку, скорее всего, жилья, потому что здесь вот, скорее всего, деньги других людей, деньги банков могут быть, но вы все равно можете быть очень рады. Также это может быть и, знаете, как-то взрыв эмоций таких, да, вы, может быть, на новый уровень взаимоотношений выходите, вы радуете друг друга, ваши чувства просто вот наполнены. Посмотрим, что ждет тех овнов, которые в поиске партнера. Карта говорит о том, что вот может вполне ваше желание исполниться. Скорее всего, это либо приезжий какой-то человек, да, появится у вас, либо он просто, знаете, вот как будто бы он идет в ваш дом, как будто бы прямо в своем доме или рядом с домом вы его встретите, да, как будто бы вам самим-то никуда не нужно
он сам к вам придет. Вот так может быть. Кроме того, это карта вообще неожиданности. Это карта, когда мы действительно даже не готовы к тому, чтобы вот с этим человеком встретиться. В любом случае здесь улучшение ситуации. У вас идет исполнение желаний. Для тех, кто уже в паре. Туз червовый выпадает. Карта говорит о том, что у вас может быть, знаете, либо вашим желанием помогает какая-то женщина, да, либо основная инициатива от женщины в отношениях исходит. Но то, что женщина здесь вмешивается, это 100%. Давайте посмотрим, хорошо это или плохо. Шестерка червовая. Ну, скорее всего, это хорошо. Скорее всего, вам просто помогает какой-то человек вот в ваших взаимоотношениях. Именно вот благотворное вмешательство здесь. И вообще у вас новый поворот в жизни здесь обеспечен. Еще хочу сказать, что этот месяц, август, для овнов очень как бы наполнен эмоциями, чувствами. Могут быть, знаете, и соблазны, могут быть и какие-то романтические увлечения. Да, вот если вы в паре, то будьте осторожны. Также карта говорит о том, что неплохо было бы уделить вам обоим, да, внимание там, искусству, творчеству, посетить какие-то красивые места, побыть на природе, у воды, там, съездить к морю, к реке. В общем, нужно вот именно, чтобы эмоции ваши наполнились. Теперь посмотрим, что ждет тех, кто в ссоре. Здесь у нас выпадает туз трефовый. Карта говорит о том, что вы вполне сможете договориться, но так, чтобы какие-то были условия, которые устраивают вас обоих, да, чтобы это было не одностороннее какое-то примирение. Какие-то обязательства должен взять на себя ваш партнер и вы. Только тогда вы сможете договориться, только тогда вы сможете помириться. Либо, знаете, вот, может быть, это была какая-то пустяковая ссора, и ваш партнер может даже сделать вам предложение, да, или вы можете сделать предложение партнеру. То есть здесь вот даже какая-то, знаете, помолвка может быть. Либо через подарок можно помириться, тоже посмотрите такую возможность. Теперь у нас работа. В работе у нас выпадает колесница, замечательная карта выхода из каких-то сложностей, да. Если в работе были проблемы, то 100% здесь уже улучшение, да, причем резкое, быстрое. Если вы были на какой-то должности, ну, допустим, не руководящий, да, то вам могут дать руководящую должность. Может быть, будет какая-то поездка, может быть, будет командировка, да, или, может быть, наоборот, вы будете заключать какие-то договоры с людьми издалека. Но в любом случае семерка у нас, вернее, колесница, старший аркан в работе – это очень хорошая карта. Но единственное, да, может быть, здесь слишком быстрые какие-то перемены, и вам за ними нужно успевать обязательно, да. Нужно как бы говорить «да». Нужно развиваться, нужно учиться, если это необходимо, да, то есть нужно быть в такой боевой готовности, скажем так. Для тех, кто в поиске работы, семерка червовая, карта говорит о том, что у вас как раз может появиться возможность такой работы, где вы будете расти. Может быть, надо будет поработать над собой, поучиться и так далее, да, но в любом случае здесь вам рост обеспечен, такое надежное положение, хороший коллектив. Для тех, у кого уже есть работа, валет бубновый говорит о том, что у вас будет какая-то ситуация, знаете, неожиданная, сложная, когда нужно будет принимать какие-то радикальные решения. Может быть, даже это будет уход с работы на другую, да, может быть, предложение какое-то неожиданное, и вы как-то уйдете с улучшением, с повышением на другую работу, либо будет что-то меняться на вашем месте работы. Может быть, знаете, кто-то вмешивается в ваши дела, и это как бы нежелательно, неприятно и так далее. Но опять же, вы можете эту ситуацию разрешить. Может быть, кто-то
даже агрессивно как-то себя поведет, да, но опять же тут вы можете из ситуации выйти. Вообще рекомендация какая? Как можно больше действия, хвататься за все возможности, которые к вам приходят. Для тех, у кого свое дело, карта выпадает Джокер. А это значит, что вы действительно можете очень удачно продвинуться в этом месяце, особенно если вы будете использовать интернет, сети, рекламу. Карта говорит о том, что вы можете, кстати, и путешествовать, да, может быть, даже как бы работа и отдых будут смешаны, а может быть, даже вы совсем захотите отдохнуть и, ну, как бы совершенно освободить себя от дел. Может быть, кстати, неожиданный какой-то выигрыш, какая-то ситуация неожиданная, как подарок вам придет, как решение каких-то сложных вопросов, да, выход из какой-то сложной ситуации. Может быть, новое какое-то направление появится в вашей деятельности. Но в любом случае здесь все к лучшему. И далее у нас деньги, да, по деньгам у нас выпадает 5 жезлов. Карта говорит о том, что за деньги придется побороться, постараться, да, потратить силы и энергию. Возможно, придется осваивать какие-то новые методы зарабатывания денег, да, новые способы. Возможно, придется учиться и благодаря этому зарабатывать или тратить, может быть, на учебу. Да. Хорошая карта для того, чтобы, знаете, плоды каких-то ваших усилий появились, да, допустим, были сложные времена в деньгах, были как бы ограничения, да, вот сейчас период этот заканчивается, и все как-то оборачивается лучшей стороной. Вообще у нас астрологически вот эта карта Сатурн во Льве, да, Лев – это всегда возможность себя показать. Но Сатурн, он любит серьезность, он любит порядок, он любит, чтобы все были заняты делом, да, чтобы набрались терпения, да, и ждали вот результаты. Вот как раз вот эта карта говорит о том, что вы можете в августе выйти на новый уровень в финансах. Может быть, это будет сложно, да, может быть, это будет как-то непривычно, потребует много затрат, но в любом случае вы сможете здесь себя как-то проявить, по крайней мере, на будущее вы закладываете здесь фундамент такой в финансах. Для тех, кто работает на зарплату, 8 червовая, могут быть эмоции по поводу денег, может быть, знаете, от вашей репутации, да, зависит, сколько вы будете зарабатывать денег. То есть вот репутации нужно уделять особое внимание. Как вы работаете, готовы ли вы развиваться, учиться, готовы ли вы работать в коллективе, вот конкурентоспособны ли вы. Вот это все, от этого зависят ваши денежки. Да? Ну, в принципе, вот эти деньги, они могут... Допустим, вы получаете деньги, и они идут на семью, да, то есть не на себя вы их тратите, а на кого-то из семьи, либо вообще там на отпуск, на какие-то нужды семьи и так далее. Для тех, кто своим делом зарабатывает. 8 бубновая. Но здесь, знаете как, действительно может закрываться один источник дохода, открываться другой. Либо просто дополнительные какие-то источники дохода появляются. Очень хорошая возможность решить вообще все вопросы, связанные с финансами. Но, скорее всего, здесь придется что-то новое все-таки начинать, потому что, скорее всего, на старом уже вы не сможете выехать. Все равно нужно обязательно что-то добавлять. Также карта говорит о том, что если вы какой-то финансовый проект вели, да, то в этом месяце можете закончить и прям очень успешно. Также карта говорит о том, что может быть скоро какое-то значительное событие в финансах, либо покупка-продажа, сделка какая-то, либо вот действительно новый какой-то источник дохода у вас открывается. Как-то все будет складываться очень хорошо. Друзья, желаю всем прекрасного месяца, желаю, чтобы август вас порадовал. Всего вам доброго, до новых встреч!